Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Мырзаду и Шинбекова. Генеральная прокуратура предоставила подробности по делу экс-начальника 9-й службы ГКНБ Дамира Мусакеева, которого Свердловский райсуд столицы приговорил к 5 годам лишения свободы. Его, напомним, обвинили в незаконном распределении служебных квартир среди своих сотрудников. Так, по данным военной прокуратуры, с нарушением норм распределено 15 служебных квартир. Причем 3 сотрудников жилье получали ранее, а 2 к 9-й службе, как выяснилось, отношений не имели. В результате незаконных действий 18 работников 9-й службы, действительно нуждающиеся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью, остались без квадратных метров. Проведено 10 судебных заседаний, допрошены 49 свидетелей, около 20 потерпевших и сам обвиняемый. Последний, как и члены СДПК, считает, что инкриминируемое ему деяние безосновательно и фиктивно. Ранее, отметим, в отношении Мусакеева проводилась еще одна проверка по факту незаконного обогащения. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилье на 20 миллионов сомов. Задержаны боевики международных террористических организаций. Террористов, как сообщает ГКНБ, задержали в Баткенской области при попытке незаконного проникновения в Кыргызстан. При досмотре у них обнаружили боеприпасы от автомата Калашникова. Как сообщается, один из них, а им по 27 и 29 лет, под влияние эмиссаров МТО, попал в 2015 году, находясь в одной из стран СНГ. Его переправили в Сирию для участия в боевых действиях. В 2017 он был объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола. Второй участвовал в боевых столкновениях против правительственных войск Сирии. В спецслужбах добавили, что они проходили специальную террористическую подготовку в лагерях, задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Насмотрелись видео и пошли на ограбление. В Бишкеке задержаны молодые люди, ограбившие автозаправочную станцию «Бишкек-Петролиум». Случай произошел 20 мая. Как сообщает УГВД столицы, на такой шаг молодые люди пошли после того, как увидели в интернете видео разбойного нападения на магазин «Супер Арзан». О том случае, который произошел в конце апреля, многие СМИ писали и показывали. Тогда, угрожая оружием, злоумышленникам в камуфляже и масках удалось забрать из кассы магазина 35 тысяч сомов. Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой». Разбойников до сих пор ищут, но этим ребятам не повезло. Мало того, что их найти удалось довольно быстро, так еще им теперь за геройство грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Преступники, судя по всему, были знакомы с внутренним распорядком на АЗС. На оператора напали около 5 утра, когда он вышел прибрать территорию. Однако не похоже, чтобы злоумышленники готовились к ограблению очень тщательно. Слишком уж небольшой оказалась сумма, которую им удалось унести с собой. Нападавших было 3. Избив старшего оператора у заправочного аппарата, они вошли внутрь, забрали имевшуюся выручку и скрылись в неизвестном направлении. Пострадал ли второй оператор, не сообщается. В сети распространяется видео, записанное только одной камерой видеонаблюдения. Работающий сегодня оператор сначала сказал, что в день ограбления на смене был именно он, и его никто не бил. Потом сообщил, что все записи с видеокамер кто-то забрал. Минуту спустя заявил, что записи самоликвидируются каждые 2 дня. И, наконец, объявил, что без согласования с руководством ни о чем рассказать не может. Без согласования начальника я ничего не могу сказать. Да. И этого тоже не могу сказать. Чтобы не быть узнанными, 3 20-летних, как выяснилось, грабители обезопасились как могли. Они были в масках с прорезями для глаз и в перчатках для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Несмотря, однако, на все предпринятые ими меры предосторожности, молодых людей нашли и задержали почти сразу же после ограбления. Подозреваемых нашли во время проверки информации о совершении более тяжкого преступления. Задержанными оказались 2 19-летних уроженца Нарынской области и 20-летний житель города Бишкек. Как оказалось, из кассы им удалось вынести лишь 7,5 тысяч сомов. Согласно Уголовному кодексу, за это преступление теперь им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. После задержания подозреваемых лиц, завершения разбойного нападения по месту их проживания в городе Бишкек был проведен неотложенный обыск, в результате которого было обнаружено изъяты вещественные доказательства, огнестрельное оружие, сама
самодельное огнестрельное оружие и охотничьи гильзы к нему в количестве 21 штуки. Согласно статье 98 УПК Кыргызской Республики, задержанные во дворе ВВС ГУВД города Бишкек в настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия на установление подозреваемых к возможным другим и аналогичным преступлениям, завершенных на территории столицы. Как рассказали в ГУВД, пойти на преступление молодые люди решились после увиденного видео разбойного нападения на торговый маркет «Супер Арзан», которое произошло в конце апреля в одном из микрорайонов Бишкека и было освещено в средствах массовой информации. Тогда, угрожая оружием, злоумышленникам в камуфляже и масках удалось забрать из кассы магазина 35 тысяч сомов. Уголовное дело было возбуждено также по статье «Разбой». Была создана группа из опытных сотрудников службы криминальной милиции МВД, столичного ГУВД и УВД Октябрьского района. Розыск преступников пока ничего не дал. В прошлом году в Бишкеке были задержаны подозреваемые в 7 разбойных нападениях на магазины. Все трое за месяц до этого освободились из мест лишения свободы. Разбойные нападения они совершали в медицинских масках. Их задержали во время подготовки к совершению очередного преступления. Ботыс Авдиас Сакимбаев, НТС. И несмотря на предупреждение, это случилось. В Наукатском районе Орской области выпускники попали в ДТП. Как оказалось, ученик 11 класса из села Акчал-Кулатовского Айлюк Мютун угнал отцовский автомобиль марки Honda Jazz и решил покатать 3 своих одноклассниц. Не справившись с управлением, он на большой скорости врезался в сельскохозяйственную постройку одного из жилых домов. В результате все госпитализированы в местную больницу с различными травмами. Состояние одной из них оценивается как тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом кости и руки. Девушка находится в отделении реанимации. Состояние остальных удовлетворительное. Автомобиль поставлен на штрафстоянку. Факт зарегистрирован в едином реестре. Началось расследование. Сооронбаю Жээнбекову рассказали, на какой стадии сейчас находятся ремонтные работы в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Так, по информации Министерства культуры и информации, на сегодня там отреставрированы фойе и сцена, световая и звуковая системы, система отопления, гримерные комнаты артистов. В этом году также будут отремонтированы Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Малдыбаева и 2 драматических театра. Сметные документации завершены и тендер уже объявлен. По информации Министерства культуры, информации и туризма, здания драматических театров еще ни разу капитально не ремонтировали. Еще с 1970-х годов театр оперы и балета в последний раз капитально был отремонтирован в 1978 году, а в 2016 и 2017 годах прошел через частичный ремонт. Филармония в последний раз была отремонтирована в 2007 году. Третий объект – это Кыргызский драмтеатр национальный. Там на сегодняшний день ведутся тендерные работы. После того, как завершится, мы также начинаем там капитальный ремонт. 4-й – это вот Русский драмтеатр. Русский драмтеатр также тендерная процедура сейчас проходит, и как только завершится, мы начнем строительство, то есть капитальный ремонт. То есть в истории, наверное, такого не было бы, чтобы в стране за год обновлялись такие большие 4 культурных учреждения. С 1 по 10 июня в Кыргызстане пройдет республиканская неделя чистоты. Субботники пройдут на местах отдыха, прудах, озерах Джайло. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма, акция проводится в преддверии туристического сезона. Цель не только очистить страну от мусора, но и поднять нравственное воспитание и культурное сознание кыргызстанцев, отмечают организаторы в лице нескольких экологических организаций. Последние призывают граждан не только присоединиться к акции, но и задуматься о постоянном сохранении чистоты в общественных местах, о разумном потреблении ресурсов и их правильной утилизации. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.